Это было 7 августа, где-то до обеда уже, в 11 часов дня. Все сгорело за какие-то полчаса. Эта территория все сгорела. В это время мы уже паниковали. Если так будет, то нам хана. Кирилл Иванов вспоминает тот день, когда огонь с лесного пожара перебрался на жилые дома в селе Бяскёль. Бушующая стихия не оставляла ничего на своем пути. Многолетний труд и нажитое имущество за считанные минуты превратились в прах. Страх и паника окутали сельчан. Местные власти объявили эвакуацию. Людей вывозили в пункты временного размещения в райцентр. Семьи бросали все. Единственным ценным были собственные жизни. Несмотря на усилия спасателей, целый микрорайон у лесополосы отстоять не удалось. 175 жителей остались без крыши над головой, а местные предприниматели без работы. Стихия уничтожила большой животноводческий комплекс. Через несколько часов в горный район прибыл глава республики Айсен Николаев. Руководитель региона общался с каждым погорельцем лично. Заверил, дома восстановят. К началу холодов у каждой семьи будет благоустроенный комфортный дом. Сельхозтехнику, скот и утраченные надворные постройки возместят. Сейчас главная задача, которая стоит перед правительством в части Бяскёля, в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру села, построить жилье людям. Работа должна начаться незамедлительно по разным направлениям. Первое – это жилье. Второе – это социальная помощь пострадавшим от пожара. В тот же день по поручению главы правительство организовало оперативный штаб по восстановлению села Бяскёль, который возглавил вице-премьер Дмитрий Бертников. Сразу же начали выплачивать по 30 тысяч рублей погорельцам. Такой была первоначальная помощь. Средства выделили из регионального бюджета. С этого момента стартовала масштабная работа. В обозначенные сроки, а это 15 октября, нужно сдать все 34 дома. Тогда задача оказалась невыполнимой. На помощь пришли республиканские промышленные компании. На строительство жилья передали в общем 225 миллионов рублей. Начались инженерные изыскания, планировка территории, дотушивание, отсыпка и уборка выгоревшей площади. Без помощи добровольцев не обошлось. На сегодня в селе Бяскёль ситуация достаточно нормализовалась. Несмотря на это, идут работы по окарауливанию кромки пожара и дотушиванию мелких очагов, которые возникают вследствие возгораний внутри массива, лесного массива. На расширенном совещании по ситуации с лесными пожарами в стране президенту Владимиру Путину глава Якутии Айсен Николаев доложил о восстановлении села. К главе государства Илдархан обратился с просьбой организовать санаторное лечение погорельцев, а сельских детей отправить в оздоровительные лагеря. Хорошо. Значит, детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря. Совершенно очевидно, нуждающимся помочь в лечении в других регионах. По поручению президента в Якутию прибыл полпред в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Выслушав пожелания жителей Бяскёля, решили дома построить по современным технологиям, зарекомендовавшим себя в скорости возведения зданий, сохраняющие тепло и, главное, экологичными. Айсен Сергеевич говорит, что к 15 октября принято решение о том, что будут построены новые дома для людей. Это очень здорово, это очень правильная оперативная работа. Мы в ней будем только помогать. Помощь шла со всей республики, поддерживали погорельцев люди даже из самых отдаленных районов. Присылали вещи, средства гигиены и предметы первой необходимости. Минобороны выделила технику для уборки сгоревших остатков, а руками работали бойцы молодежки ОНФ. Оказываем адресную помощь, которая необходима жителям. Заготовку дров также производим. Ребята также восстанавливают ферму, которая была утрачена в ходе пожаров. Ну и работаем по обращениям, которые возникают в ходе, соответственно, общения с гражданами. Сами сельчане тоже не оставались в стороне и не отсиживались в пунктах временного размещения. Помогали добровольцам и строителям. Параллельно с тяжелой работой вблизи Бяскёля прошла зеленая акция. Высадили более 200 сеянцев сосны. Мы решили здесь высадить саженцы сосны, потому что тут рядом у нас семенной
Семенных деревьев совсем рядом не оказалось. Ага, мы участок расчистили, привели в порядок. Территория у нас около 2 гектар. 2 гектара, ага. 20 августа, спустя почти 2 недели после пожара, подрядчики забили первые сваи. С этого момента стройка пошла 7-мильными шагами. Из Якутска в Бяскёль поставляли материалы и домокомплекты, собирали их уже на месте. Работали в территории 9 организаций, задействовали в восстановлении более 200 строителей. И в течение срока до 15 октября будем практически каждый день передавать по одному, по 2 дома. Сегодня на стройплощадке задействовано 234 человека, 215 строителей, которые строят дома, 12 людей задействовано на установке ограждения забора, и 7, отдельная бригада, которая работает по внутренним газовым работам. 28 сентября – день, который стал точкой отсчета по вводу жилья. Первый дом передали семье Савиных. Глава республики Айсен Николаев вручил ключи новоселам. Это здание возвели менее чем за 6 недель. Тогда даже у самых закоренелых скептиков появилась уверенность, что все дома построят в срок. Это большое радостное событие. Конечно же, в таком большом строительстве, в организации строительства, в таком отдаленном селе, как Бяскёль, огромную роль сыграла хорошая работа оперативного штаба правительства республики. И, конечно же, я вижу счастье и радость жителей Бяскёля, и тех, кто сегодня въехал, и тех, кто в ближайшее время уже въедут. Они все благодарят за ту помощь, которая им оказана. Они говорят, что мы не чувствуем себя одинокими, мы чувствуем, что вся страна, вся республика вместе с нами была и в самое тяжелое время, и сейчас, когда мы уже строимся и въезжаем в новые красивые, современные, благоустроенные дома. Затем каждую неделю ключи передавали сельчанам. Сначала 5, потом еще 14 семей переезжали в новые дома. В них есть все – газовое отопление, санузел, проведен свет, подключен высокоскоростной интернет. Сдавали дома с отделкой под ключ, а из других районов республики в каждый дом подарили по холодильнику. Первый дом был заселен, потом, вы помните, еще 6, 14. И тем не менее, каждый, кто еще не получил дом, ждет. Люди здесь постоянно, они со строителями общаются, помогают, участвуют, смотрят. Некоторые жители какие-то хотят дополнения, какие-то, материалы дополнительно использовать. Но это уже все за пределами реализации проекта. Есть проект, по которому реализуется, который мы отрабатываем. Но стараемся, конечно, по ходу с жителями что-то учитывать их какие-то пожелания, что-то дополнять. Люди потихоньку стали обустраивать свой быт, завозили мебель и бытовую технику, текстилем оформляли окна, учились пользоваться автономным газовым котлом для отопления. Эти хлопоты для переживших страшную трагедию – приятное дополнение к новому жилью. Тем более на покупку имущества новоселам выдали сертификаты по 200 тысяч рублей, что стало хорошим подспорьем. Мы, как многодетная семья, как многодетная мать, сразу хотим устроить детские комнаты. У нас 7 детей. Их надо по комнатам расселить, заселить и все это докупить. 15 октября все 34 дома ввели в эксплуатацию, а 18-го устроили большой праздник для всех. Там и вручили оставшиеся ключи 14 семьям. А чтобы радости, улыбки, счастье и благополучие сохранялись в новом жилье, по традиции провели обряд алгыс. Счастливые новоселы не скрывают эмоций и благодарят всех, кто помогал им в этом нелегком пути. Мы благодарим за это, за постройку, за нашу радость, за жизнь светлую. Это всем, кто нам помогал, кто поддерживал, всем мы благодарим и всем желаем всего хорошего, наилучшего здоровья. По линии Минсельхоза жителям возместили утраченную живность – кроликов, кур, поголовье скота. Построили еще 8 коровников для частных подворий. А это большой животноводческий комплекс в селе Бяскёль. Его восстановили в кратчайшие рекордные сроки, и строители сдали его почти на 5 дней раньше намеченных планов. Предприниматель разместился на 1100 квадратных метров. Здесь более 100 голов крупнорогатого скота, и, как вы видите, они уже сюда тоже заселились.
И кроме того, предприниматель планирует сдать в этом году рекордное количество молока. Ведь все возможности для этого есть. Здесь установлены современные вакуумные установки для откачки молока. Ну а также будут работать доярки, фермеры. И целый поселок будет обеспечен свежим натуральным продуктом. Животноводческий комплекс оборудован автопоилками, молочным блоком, модульной котельной, системой машинного доения и первичной обработки молока. Планы у Алексея Петрова глобальные – увеличить удой еще на 100 тонн и в будущем сдавать уже не 200, а 300 тонн молока в год. Кроме того, предприниматель хочет расширяться и своими силами возвести еще один блок к своему комплексу. Вот как-нибудь следующий год планирую второй, но не такой, а второй блок. Своими силами постараемся построить. Минсельхоз республики обеспечил кормами, сеном и утраченной спецтехникой местных хозяйственников. Теперь у нас по технике, по сельхозтехнике всего приобретено 5 техники, из них 3 МТЗ и 2 Синтая. И осталась одна техника, это у нас водовозка. По заготовке сена у нас по плану по году у нас 1025 тонн. Это не только пострадавшим крестьянским фермерским хозяйствам, в целом по Бескюлю. На сегодня всего доставлено где-то 360 тонн. А сейчас в пути где-то 100 тонн. Таким образом тоже до открытия зимника мы этот объем должны полностью решить. Но работа идет по графику. Нельзя не отметить, что огромная работа велась по благоустройству территории села. Улично-дорожная сеть протяженностью более километра, 5 километров заборов, новые опоры освещения, дополнительные точки подключения газа, кадастровые планы. Все это позволило Бяскюлю выглядеть как современный европейский квартал. Дополнительные работы, которые здесь были проведены помимо строительства, а именно планировочные решения. Вы видите, что вся территория, это 26 гектаров, приведена сегодня в порядок. Это уже совсем другая территория. Не то, что было даже до пожара, не говоря о том, во что она превратилась после пожара. То есть все работы завершены. Бяскюль обрел новую жизнь и начинает свою историю с чистого листа. В первую очередь помощь нашего Илдархана и правительства нас поддержало. Мы не пали духом. Будете у вас жилье, сказал Алексей Сергеевич. Как сказал, так и сделал. В планах построить новую школу и культурно-спортивный центр. Проекты есть, поддержка президента Владимира Путина тоже. Но самое главное, трагедия, произошедшая в селе, не должна повториться. По поручению главы государства в Якутию передали большой корпус тяжелой спецтехники. Сейчас на федеральном уровне решают вопрос о создании регионального лесопожарного центра. Кратно увеличили финансирование системы лесохраны. Планируют создать летную эскадрилью для пожаротушения из 10 самолетов Б-200 и 12 вертолетов разных линеек. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Артем Алексеев, Павел Пахомов, Бяскюль, Горный район.